Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, как мы уже вам сообщали, основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон находится с официальным визитом в Италии. Так, 23 апреля глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Италии, уважаемым Серджио Маттареллой, и премьер-министром Италии, уважаемый Джорджо Мелони. Всего по итогам встреч на высшем уровне между Таджикистаном и Италией подписано 7 новых документов. Ну а 24 апреля в рамках официального визита в Италию лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял исполнительного директора компании WeBuild Пьетро Салини. 22 апреля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, с официальным визитом прибыл в Рим, столицу Италии. В международном аэропорту Фьюмичино имени Леонардо да Винчи высокопоставленного гостя, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, с особым уважением и теплотой встретили высокопоставленные представители и официальные лица Итальянской Республики и Ватикана. Для приема высокопоставленного гостя была разослана красная ковровая дорожка, и с двух сторон выстроен почетный караул. 23 апреля лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Италии, уважаемым Серджио Маттареллой. Церемония официального приема президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялась во дворце президента Италии Квиринал. Высокопоставленного гостя, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло встретил перед дворцом Квиринал президент Италии. В честь президента Республики Таджикистан и президента Италии были исполнены национальные гимны двух стран. В этот момент над дворцом Квиринал был поднят государственный флаг Республики Таджикистан. При прохождении глав двух государств перед строем почетного караула президент Республики Таджикистан выразил почтение флагу Италии.
Обсуждение вопросов сотрудничества Таджикистана и Италии началось во дворце Кверинал на встрече тет-а-тет и продолжилось с участием делегаций обоих государств. В ходе переговоров стороны обсудили комплекс вопросов сотрудничества между двумя странами и расширения связей в политической, экономической и торговой сферах, а также возможности реализации совместных инвестиционных проектов. Было названо приоритетным и плодотворным для сторон использование богатого опыта Италии, особенно в сферах энергетики, пищевой, легкой и горнодобывающей промышленности, фармацевтики, использования природных ресурсов и сельском хозяйстве. Было подчеркнуто, что создание совместного торгового совета будет своевременным шагом для расширения сотрудничества сторон в частном секторе. В ходе встречи обсуждены вопросы поиска новых путей сотрудничества в сфере поездок граждан и создания прямого воздушного авиарейса между двумя странами. В этом направлении руководители двух государств расценили как важный шаг соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов, которое будет подписано в рамках визита. В этом направлении руководители двух государств расценили как важный шаг соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов. Стороны обменялись мнениями о развитии сферы туризма и его инфраструктуры, культурных и гуманитарных связей и привлечении молодежи к обучению в высших учебных заведениях Италии. Было отмечено, что парламенты двух стран поддерживают плодотворное сотрудничество в рамках Европейского парламента, и для его активизации необходимо создание двусторонней парламентской группы дружбы Таджикистана и Италии. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества стран в рамках авторитетных мировых организаций, таких как ООН, ОБСЕ и других международных структур. Также были подчеркнуты глобальные инициативы Таджикистана в решении водных вопросов и укрепления региональной и международной безопасности. В завершение встречи президент Республики Таджикистан пригласил президента Итальянской Республики посетить Таджикистан с официальным визитом. 23 апреля в Риме в рамках официального визита лидера нации президента Республики Таджикистан в Итальянскую Республику состоялись встречи и переговоры между Таджикистаном и Италией. Официальная церемония встречи высокопоставленного гостя, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялась во дворе дворца премьер-министра Палаццо Чиджи. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и премьер-министр Италии Джорджа Мелони поднялись на почетный подиум. Bandiera di guerra dell'8° Reggimento Carabinieri Lazio, reparto d'onore con fanfara, pronti per la rassegna. После завершения официальной церемонии встречи состоялось совместное фотографирование и представление официальных делегаций с обеих сторон. Обсуждение вопросов сотрудничества Таджикистана и Италии началось в узком кругу и продолжилось с участием официальных делегаций двух стран. В начале встречи президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность премьер-министру Итальянской Республики Джорджо Мелони за теплый прием и гостеприимство. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения связей в политической, экономической, торговой, культурно-гуманитарной сферах и сфере безопасности. Обе стороны выразили заинтересованность в расширении сотрудничества в сферах гидроэнергетики, легкой, пищевой, металлургической, горнодобывающей и химической промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики и туризма.
Привлечение итальянского капитала для развития промышленной сферы Таджикистана было названо выгодным для обеих стран. Другими темами встречи были создание прямых авиарейсов и связей между двумя странами в сфере образования и здравоохранения, выделение квот для граждан Таджикистана в высших учебных заведениях Италии. Стороны также обсудили сотрудничество стран в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций. В ходе встречи были высказаны мысли о продвижении инициатив Таджикистана в водной и климатической сферах, особенно в области защиты ледников и о поддержке их международным сообществом. В связи со сложной международной политической ситуацией было признано необходимым эффективное сотрудничество в борьбе с современными угрозами и вызовами. В завершение встречи глава Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, пригласил премьер-министра Италии Джорджо Мелони посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для нее время. После завершения официальных встреч и переговоров Таджикистана и Италии в присутствии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и премьер-министра Италии госпожи Джорджо Мелони состоялась церемония подписания новых документов о сотрудничестве. Всего по итогам встречи на высшем уровне было подписано 7 новых документов. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Италии о сотрудничестве по вопросам безопасности. Меморандум между Агентством по контролю за наркотиками при президенте Республики Таджикистан и Министерством внутренних дел Италии об оперативном сотрудничестве в борьбе с наркотиками. Меморандум между Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан и Министерством туризма Италии о сотрудничестве в сфере туризма. Программа культурного, научного и технологического сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и правительством Италии на 2024-2027 годы. Меморандум по сотрудничеству в сфере устойчивого развития между Комитетом по защите окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан и Министерством окружающей среды и энергетической безопасности Италии. Соглашение между правительством Республики Таджикистан и правительством Италии об отмене визовых требований для владельцев дипломатических паспортов. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Таджикистан и Министерством иностранных дел и международного сотрудничества Италии на 2024-2026 годы. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках официального визита в Италию в Риме принял исполнительного директора компании «Вибил» Пьетро Салини. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества относительно хода строительства Рагунской гидроэлектростанции. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высказал свое мнение о вопросах строительства плотины электростанции, которые он наблюдал во время рабочих поездок. Была выражена уверенность в том, что руководство компании мобилизует все свои возможности для выполнения планов работы в установленные сроки. Руководитель компании «Вибилд» проинформировал главу государства, уважаемого Эмомали Рахмона, о выполнении обязательств и ходе строительных работ. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам сотрудничества, ускорения работы и эффективного использования имеющихся возможностей и ресурсов. Президент Таджикистана, уважаемый Эмомали Рахмон, в рамках своего официального визита в Италию уже встретился с президентом и премьер-министром нашей страны. Эти встречи можно назвать очень продуктивными и плодотворными, особенно в сферах гидроэнергетики и промышленности. В Италии много предприятий, которые хотят сотрудничать с частным сектором и с правительством Таджикистана. Я думаю, что это будет выгодно обеим странам. В ходе встречи с президентом Таджикистана, уважаемым Эмомали Рахмоном, мы обсудили много вопросов, и я думаю, что представители Италии полюбят Таджикистан с его гостеприимным народом и прекрасной природой. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон посетил итальянский город Пистоя для ознакомления с передовым опытом выращивания саженцев и озеленения окружающей среды. Город Пистоя, расположенный в провинции Флоренция, регионе Тоскана, Италии, то есть в одной из центральных частей страны, имеет мировое признание в передовом опыте садоводства, лесоводства, озеленения и защиты окружающей среды. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон,
посетил несколько питомников по выращиванию саженцев тенистых и декоративных плодовых деревьев, в том числе очень красивых и редких, ознакомился со способами посадки, получения черенков, выращивания, современными способами их полива и подкормки, устойчивостью к болезням и вредителям, особенно их адаптацией к климату Таджикистана. Наряду с этим присутствовавшим руководителям министерств и ведомств Таджикистана были даны полезные указания и советы по всестороннему изучению передового опыта итальянских питомников и экологов. Как было подчеркнуто, внедрение этих и других передовых мировых практик весьма важно и необходимо для озеленения и защиты окружающей среды в Таджикистане, а также для того, чтобы сделать природу страны устойчивой к изменениям и быстрому потеплению климата планеты. При этом было сообщено, что сотрудничество в этом направлении между таджикскими и итальянскими садоводами и питомниками налажено уже несколько лет и приносит значительные результаты. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что такое сотрудничество в нынешних условиях глобального потепления климата должно быть многократно расширено. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и не переключайтесь.